помещения, и из них сделали весьма интересные молодежные пространства. Также вот лофт-проект этажи в Санкт-Петербурге есть, и в Праге казарма Карлин, то есть бывшая казарма, которая в хипстерском стиле были разукрашены и, так сказать, демилитаризованы. Вот у нас небольшие цели, задачи. В данный момент по весне у нас задуманы проекты, типа как сделать субботник вокруг РДГ, ну и провести какие-нибудь мероприятия, тем самым наполнив сквер за родником, допустим, катушками, также сделать какие-то, может быть, столики из поддонов, и тем самым уже на первых порах привести народ и обозначить значимость данного проекта, и что людям это интересно, и что надо этим заниматься. Вот у нас вот небольшой план будет, то есть субботник провести, концерт можно также где-то не на лестнице, там где-то на бордюре сделать, где безопасно. Провести мастер-классы и танцы. Ну, то есть, в принципе, все можно вокруг родника пока делать, так как в родник пока заходить нельзя, так как он в аварийном состоянии. Ну, так как рядышком мечеть, то Бам-Байрам можно провести вместе с Парасадбес. Помочь им, а они, соответственно, нам. Ну, а в дальнейшем, вот, из идей, то, что если вывести здание из аварийного состояния, то на первых этапах уже можно провести какие-то внутри концерты с помощью съемного оборудования, то есть не затаскивать куда-то, ну и уже получить какие-то средства на дальнейшее восстановление родника. Вот фотографии с концертов очень далеких годов. Также ну, это задействовать, там посмотрите потом на плане, есть во втором этаже там помещения были административные, то есть их возможно переделать под фотолабораторию, там сделать, то есть сделать помещение для художников, чтобы они могли заходить туда и, так сказать, обмениваться опытом, творить, и, соответственно, далее можно делать и выставки. Ну и, конечно же, они могут помочь на первых этапах с оформлением стен родника, чтобы они не были настолько страшными, как они находятся на данный момент. Ну, также сделать мастерские, живопись, граффити, рисование, фотолаборатория было сказано. Также фестивальное направление, то есть очень много фестивалей, которые можно проводить под крышей, в сухом помещении, и тратить на это колоссальные усилия, чтобы построить шатер и поставить цены и прочее. Также вот, выставки картин местных художников можно выставлять, ну, соответственно, может быть, где-то проездом будут книжные ярмарки, также художники других городов России. Я думаю, что это можно договориться. Ну, идея от членов молодежного парламента, то, что родник делать с учетом экологических материалов, ну, соответственно, там делать рекламу наглядную для людей, которые будут посещать заведение, что как перерабатывается мусор, куда это можно сдать, ну, тем самым поддерживать экологичную обстановку в мире. Ну, соответственно, использовать, значит, коммуникации, сохранение водоснабжения, сантехники, энергоэффективное освещение, ну, тем самым снижать потребление электричества и потери тепла для здания. Вот. Это уже в планах, когда, конечно, регулярно будет. Есть предложение вот с оранжереей, но это
пока все очень в далеких перспективах. Также можно направление IT сделать какой-то класс, где будут собираться местные компьютерщики, программисты, и также могут сидеть, обмениваться опытом, разрабатывать дальше, продвигать свои идеи. Волонтерская деятельность уже больше, наверное, молодежному парламенту, но есть идея, что на базе родника, значит, волонтерское движение какое-то организовать, которое будет помогать и роднику, и, соответственно, молодежному парламенту, и молодежи города Грозного. В принципе, у нас волонтеры помогают так везде и всегда. Вот они готовы на базе родника базироваться. Вот. Предложение насчет коворкинга и арт-кафе, то есть тоже там есть помещение, которое можно переделать под работу, значит, самозанятых, которым неудобно, допустим, дома заниматься, чтобы они могли прийти, использоваться там интернетом и пространством, чтобы заниматься своей работой. Ну и арт-кафе, конечно, для молодежи, чтобы могли собираться, общаться и говорить о своей линии. Ну, по профессиональным направлениям у нас идея дошла администрации. Лагерное исследование, ну, тоже такое, ну, в принципе, у нас, наверное, все. Я не знаю, может, коллеги, кто-то мне еще что-то хочет добавить? Если есть вопросы, сейчас самое Да, вы можете сейчас задавать вопросы. Вот это и концепция. Да. То есть пока вот как концепция, что это вот именно молодежное пространство сделать, чтобы было где поработать, было где встретиться. Можете, пожалуйста, вернуть на слайд, где вы перечислили того, что вы хотите сделать до того, как начнется конструкция вот родника. Я не успела сфотографировать. Вот, да, спасибо большое. Это пока вот все, что вокруг родника можно сделать. И, в принципе, идеи, еще можно делать. Так, что еще? Вот эта концепция, вы уже куда-то с ней ходили. С этой концепцией мы взиматься средства на пока посредством у нас, пока разговор еще не шел, то есть мы ходили в администрацию с данной презентацией, поговорили о том, что хорошо, что плохо, то, что не заходит. И пока сейчас сделали запросы по экспертизе здания. Пока сейчас надо сделать экспертизу, понять, значит, в каком состоянии, соответственно, далее уже двигаться дальше, то есть проектно-сметные работы, уже искать средства. Но да, на сегодняшнее наше мероприятие мы не будем говорить про средства, потому что мы здесь собрались не для того, чтобы придумывать, где их средства найти, да, а для того, чтобы объединить наши усилия в плане вообще выживания родника как здания, как какого-то, может быть, в будущем учреждения. Поэтому это такой вопрос для нас сейчас не главный. Главное найти вот эту изюминку, которая понравится, может быть, не всем, но большинству. Главную идею, какую-то концепцию, за которую можно было бы ухватиться в плане развития. Консультация с администрацией, да, конечно, у нас была. Тут это вопрос такой постоянный на мониторинге, но самое важное — это услышать реакцию от, в общем-то, глазучан. Вот, поэтому я думаю, что сейчас это такие наши идеи молодежного парламента, наработки. Самое главное, это, может быть, у вас есть какие-то идеи классные, которые мы просто даже себе не могли представить. Вот, поэтому сейчас Юлия пройдет сюда, будет модератором за этим столом, за тем столом будет модератором Люба. Вот. И мы с вами продолжим. Там еще вопрос. Да, вопрос был в том, то есть мы сейчас не работаем предлагаем свои идеи, каким может быть родник, или мы уже работаем по утвержденному какому-то плану, который готовый? Нет, мы предлагаем сугубо свои идеи, это просто так, чтобы была возможность у вас в эту тему подключиться, вот пока Данила это все рассказывал, какие-то свои идеи подключить,
и уже их представлять. У вас на столах есть 3 листа, это схема зданий, первый, второй этаж, а также окружающей территории. Вы прямо там можете фиксировать свои идеи, и также можно их фиксировать на флипчарте, как вам Что такое удобнее. стрит-вир? Стрит-улица, а вир что такое? Стрит-вир – это уличное направление моды. То Мода? есть, да, речь про модные показы. Да, там очень правильно. Да, да, получается. Дима, ты работаешь? Ты можешь присоединиться к своей группе, и если что, то... Данил, давай. Дайте нам еще сюда людей. Данил собирается. Анна Вадимовна собирается, конечно же. Нам надо свежую кровь. Я думаю, что мы и вас сюда пригласим. Неужто вы будете немым свидетелем? Давайте принимайте участие активно в обсуждении. Чтобы эта презентация, наверное, у вас уже как-то настроила на какие-то размышления по поводу аурового языка и по поводу его наполнения будущего возможного, актуального в современное в наше время сейчас. Но мне бы хотелось изначально узнать, что у вас вообще, чтобы опять же какие-то свежие идеи, вообще что для вас хранит, какую роль он сыграл в вашей жизни. И какие-то, может быть, у вас есть воспоминания. Я предлагаю, чтобы все могли высказаться. Давайте по несколько секунд. Там самое основное, самое яркое, может быть. Начнем. Можно вопрос? Кто против, чтобы сниматься на видеокамеру? Я вопрос. Из этого кто кружит? Тогда надо как-то, чтобы за камеру сели. Видно. Вот, вы поменяетесь. Давайте так сделаем, чтобы все было комфортно, да, и чтобы вас не отвлекало. Это, в принципе, это никуда выкладываться. Я у себя на страничке только выкладываю, там мало кому. Предлагаю тогда давайте начнем по кругу. Алина, я буду записывать. Ну, я не застала ледник работающим. То есть для меня это просто закрытое место, и очень грустно, что вот на его территории сейчас какая-то разруха непонятная и нефункционирующее помещение. Единственное, что для меня красиво, это вот графики, которые там нанесены были. Единственное, что... То есть получается, что для вас это как бы пустое помещение, но привлекающее внимание. Конечно. Я показываю, можно сказать, что устраивала бы В принципе, то же самое, я его не застал, но, судя по слухам, это место, в которое прям люди любили ходить. То есть какие-то блуждающие, то есть ты что-то слышишь, не застал, тоже как бы такое пространство, но вдруг Какие слухи? Легенды? слухи, легенды. Мифы и легенды города Глазова. Это для меня это все-таки дискотеки, это кафе, это пространство, рабочее пространство, которое работало, и думаю, что оно заработает. А если будут поддержки финансовые. Больше надо все-таки, чтобы идеи. Понятно. Самое главное наполнить. Вот, вернуть вот то же самое, то, что было, плюс что-то новое, но это разумеется. Что еще это могло быть? Что именно для вас, чем является рынок сейчас? Вот, это Вот дискотека, кафе, это легенды. это легенда. Ну, как бы воспоминания, да? Это воспоминания, да. А то, что сейчас, это вот единственное, что вот это да, граффити и
8 уз из 9, которые еще остались. Одна муза так и не устояла, там упала. Нет, если вы знаете, почему ее нет, ее просто не довезли до сюда. Да, я с самого начала С не самого начала, первоначально, когда строили родник, ее просто не довезли до Самое помню. Конечно, Разбили, да. конечно, ее Ладно, разбили. спасибо, продолжим. Аня? Я тоже, как уже до этого говорила, не застала родник работающим, но я знаю, что да, активно ходили мои родители, и как бы для них это было такое прям молодежное место, где они тусовались. Ну, здесь, насколько я знаю по их рассказам, утром там что-то продавали днем, а вечером там вот как раз таки были дискотеки. И для меня родник это какие-то нераскрытые возможности. Ну, нет, не для... Связь какая-то Связь поколений, связь поколений. Да. Это то место, когда в свое время можно было интеллигенции раскрыть себя. Город Братск — это вообще город интеллигенции. Если вы помните эти истории, сюда приезжали те люди, которые устраивались на завод. Завод — это правопреемник родника. При заводе был родник. И туда мало кто мог попасть. Туда именно ходила интеллигенция. Это балы, это какие-то представления, это концерты знаменитостей. Это из моего детства, это даже те же самые елки новогодние, когда можно было прийти. И вот в этом пространстве, при этих людях, при этой грандиозности, это можно было окунуться в ту атмосферу праздника. В дискотеке я ходила мало, так что я не могу сказать о них ничего, кроме безобразия. Территория там Кроме хорошая. безобразия. Это было 90-е. Кроме безобразия. Как бы меня родители контролировали, это мало пропускали. Ну, для меня очень важно это с Викторией. Да, здравствуйте, меня зовут Алексей. Я с разных сторон имею отношение к этому объекту. В начале 2000-х годов я устроился в родник на работу ведущим, а в году, наверное, 2007-м оттуда уволился генеральным директором. То есть я знаю все это здание с потрохами, я знаю все вот эти дикие времена, ну не 90-е, когда людей у нас убивали глаза на улице, а это уже были 2000-е, но они были, тем не менее, такие тоже интересные, потому что досуга не было никакого, и в роднике собирался весь город, и когда он собирается, это, конечно, вертеп, это такой ураган. И вот через все мы это прошли, я был в том числе художественным руководителем, я знаю всю эту кухню Максимовскую изнутри, и как это все проводилось, как это все делалось. Мы собирали на какой-то последний звонок 2400 человек, чего не было никогда, это личный рекорд мой, и я думаю, что родника вообще в целом. Но я как бы про него все знаю. И на сегодняшний день я понимаю, что это объект с огромным потенциалом, что его точно не надо никуда отдавать. И я был одним из инициаторов того, что давайте снимем родник с продажи, все-таки оставим и подумаем, что с ним можно сделать. Поэтому я сильно заинтересован в том, чтобы он ожил. Но я хочу сказать, что мне очень нравится, что здесь сегодня есть ребята, которые там никогда не были. У вас нет вот этой вот зашоренности, этого протухшего опыта, потому что очень часто люди хотят вернуть прошлое, а прошлое не вернешь. Все вспоминают родник, вспоминают свою молодость, а молодость не вернешь. И современный молодежь не примет его тем, какой он был раньше. Я вам могу привести пример с рестораном «Вазов», который мы запустили относительно недавно. Его очень ждали 50-летние, 60-летние люди. И когда мы его открыли, они не пришли. То есть они его ждали, его сделали очень хорошим и интересным. Но мы понимаем, что эти люди сейчас в ресторан не ходят. И они просто в него не пришли. То есть вот они все говорили, давайте, давайте, вот наконец-то. Ресторан открывается, а что их приглашать? Приходите, работают. Они не ходят. Вот здесь вот то же самое, что все говорят, давайте, давайте, но молодость никто свою не вернет. Поэтому они в молодость не вернутся. Даже если вернутся, один раз придут, и это все. Это я как бы настраиваю на то, что уповать на прошлое бессмысленно в сегодняшних условиях. Мы говорим, что подсознание и родник чем является. Мы сейчас не Я так настраиваю, чтобы мы смотрели в будущее, а не в прошлое, говоря о роднике. Спасибо. Я не к вам лично, я вообще. Так, Андрей.
Ну, родник, я помню, если по детству, то по елкам, то есть родители получали пригласительный в родник. Дальше я туда не ходил больше, кроме как елок. Дальше у меня следующие воспоминания о роднике — это дискотеки. И в основном там проводились институтские дискотеки, более-менее культурные, но минус этих всех дискотек был в том, что я живу на Первомайской, я выходил, проходил с площади Свободы, и уже с площади Свободы в 12 ночи было слышно эту музыку от родника. То есть немножко выходишь напрямую родника, и слышна эта музыка, и люди всегда были против, и будут сейчас против, если в роднике будет музыка какая-то громкая. То есть родник, скорее всего, закрылся, потому что как бы эмоции людей где-то там на каком-то плане, может, какие-то письма, это и дискотеки закрылись именно поэтому. В дальнейшем, вот как бы, насмотревшись, что там в роднике проводят, какие там конкурсы отвратительные, что много пьяной молодежи, я ушел в Дом дружбы, где я встретился с людьми, которыми возрождают традиции, лучшие традиции народов мира. Я сам участвую, то есть я полулидер русского общества в Доме дружбы. Мне это понравилось, вот с кем я общался, то есть это всем это нравилось, это и у нас даже была своя программа, тут я даже писал это, что будущее родника и своего города вижу это новые современные технологии, но в то же время с этими технологиями взяты лучшие традиции народов мира. Спасибо, мы и как родник, я вижу, то есть там это площадка для этих. Подождите минутку, Юлия, я продолжу. Дело в том, что я тоже представитель Дома дружбы народов, заведующий филиалом. На тот момент, когда передавали нам здание, на самом деле речь шла о национальности, которая будет проживать в данном доме. И каждое общество выставляло свою концепцию, свои идеи, что они хотят. И из этого мы близки с Андреем вместе. Именно поэтому на сегодняшний день это здание находится на нашем балансе, на балансе культурного центра России. Дом дружбы народов отвечает за него. Из этого я знаю тоже, как и мой напарник, да, Алексей, эту кухню, всю эту подноготную на сегодняшний момент, что там есть. И России Дома дружбы на сегодняшний день мало, и мы как бы видим в том, чтобы это расширить площадку, чтобы молодежь это привлекать ГГПИ. Это будущее не только Глазова. Хорошо, мы еще все успеем обсудить. У нас просто сейчас как бы есть главная наша задача. Я немножко буду, можно где-то вас прервать. Ты личные отношения скажи, не как председатель молодежи, а личные отношения. Свои воспоминания. Я застал родник, получается, в детстве я туда ходил тоже на елки, были выставки, поделки, там где-то дети возле школы делали там выставки. Ну, также и побывал на дискотеках, и рок-концертах, фестивалях, спортивных мероприятиях. Ну и как товарищ мотосообщества, мои друзья там как раз как там делали, когда последний звонок. 1 июня мы что-то делали, до 1 июня. Ну, в общем, то, что это достаточно очень большое пространство, его вот именно я вижу, как его надо сделать универсальным пространством. Оно не только там дискотеки были, то есть это вообще самое отдаленное, а именно выставки, так как вот театр пару раз озвучивали, что нет площадки, то может какую-то модульную сцену, чтобы побольше, чтобы можно было театр куда-то другой привести, значит, который будет комфортно на сцене. Ну и соответственно, да, что выставки, фестивали, ярмарки, ну, в общем. Пространство большое, надо, чтобы оно было универсальным, можно было там проводить различные мероприятия, культурных, массовых. Ну и теперь я еще хочу предложить для тех, которые начнем уже думать конкретно по локациям, спросить вас о том, какие вы конкретно проблемы парника и преимущества сейчас, потому что сейчас это устраивает так, как лучше культура очень нравится. Проблема для меня вот одна, его нет просто, это просто пустое здание. Но преимущество, вот это действительно из этого можно сделать выставки
выступления, возможно, групп и так далее. И второй момент. То есть преимущество, то, что есть потенциал. Да. Они без Если это все уже снесено, так. Есть люди, которые за это борются, надежда всегда будет. Да. По кругу, наверное, так может девушка, потом уже так вот туда дойти. Ну вот Данил уже начал, давайте уже. Наверное, самая главная проблема это то, что первое состояние задания. Давайте я вот немножко здесь надо правильно оценивать. Вот мы сейчас конкретно здание обсуждаем, мы так ничего не придумаем. Давайте мы будем, знаете, из какой позиции исходить? Из того, что вот мы глазовчаницы живем в городе, у нас есть часть проблем и потребностей, может быть, не реализованы, и каким образом мы тогда за счет родника их можем реализовать. Как-то так, по государственному, что ли, Будем по от здания и... Потому что мы сейчас только в мелочи упремся, а нужно как бы его насытить, исходя из потребностей города. У нас тут написали плетение из лозы, так может нафиг городу не нужно это плетение из лозы. А мы сейчас тут накидываем дурацкие идеи. Здесь надо как бы исходить, наверное, из того, что еще в городе можно сделать, и это вот неприкаянное надо куда-то приземлить, и можно ли это приземлить параллельно. Да, давайте То есть это мы не проблемы конкретного здания сейчас, это непонятное в аварийном состоянии. Я думаю, что нужно как бы, как мне кажется, вообще как бы суть, чего мы можем, какие есть проблемы. Убрать и сразу перейти к следующему. Ну, мы как бы Не знаю, я не модератор, я просто высказываю, как Да, на самом деле проблемы сейчас стоят материальные, и мы с вами их не решим. Это здание в центре, вот давайте его сейчас сделаем так, чтобы оно было функциональным. Что для этого надо? Давайте тогда, Ваши идеи. Давайте тогда Именно для молодежи, я уже далека, честно скажу, от молодежи. Давайте тогда Поэтому нас и спрашивают. преимущество родника, Проблемы касаясь там площади здания, касаясь его расположения, касаясь его истории. Я Какие бы вы видите тоже бы сказал, для города, да, для молодежи? Пустое пространство, которое мы можем заполнить там для молодежи. Потому что то есть исторические, допустим, дома, культуры и прочее, все в разброс, а исторического наследия. где-то молодежь не пойдет в дом Мне культуры, чтобы кажется, посидеть. фасад здания, там Можно какое-то определенное Какое-то пространство. объединяющее Да? Через маску, короче, ничего не слышно. Давайте, когда не будут снимать, мы будем как-то выпускать, когда кто будет говорить. будет мнение трактора, а именно фасад. объединение. Молодежное объединение. Молодежь. Ну там жители, молодежи, да. Там же не только Ты имеешь в виду Преимущественно, но не только. Мне кажется, нам нужно сделать какие-то современные пространства, фотостудии, потом VR-зоны, потому что вот эти вот все объединения для молодежи, они есть, но туда мало кто ходит. И будет еще одно объединение, которое не приносит финансов. То есть нужно что-то хорошее, То есть это интересное. в перспективе возможность развития. Да, То но есть там площадка для Зимой бизнеса, может да? Да, но там не будет каких-то торговых помещений, конечно, кафе, вряд ли. А вы считали вот то одно рика для бизнеса? А какой бизнес там полетит? Вот так, если Да, не имеется в виду кафе, а полетит ли там что-то вообще? Мне кажется, Или это если социальный сделать... проект? Это скорее социально без Сколько у вас, вот конкретно у вас есть денег на потратить в течение недели, чтобы вы пошли в родник и что-то там на что-то потратили? Вот сколько? Вы же много не зарабатываете. Нет, если будет, например, что-то интересное, какие-то студии, которыми сейчас активно пользуются, мне кажется, что... За других не думать, вот про себя не думать. Ну, я бы сходила, то есть, ну, Сколько? 5 я бы потратила. В месяц, а на что? Вот что фотостудия, что ты там потратишь? Это все бесплатно. Нет, Фотографы почему? только могут заработать на платных Да, фотосессиях. Ну, так у них же свои студии. Но это заработает фотограф, не давайте у нас родник. сейчас, наша задача собрать Хорошо, хорошо. да, и не будем очень долго обсуждать эту идею, потому что мы потом, когда будем все идеи собирать, тогда мы можем это все обсудить, хорошо? Поэтому сейчас я написала площадку, ну, как тогда грамотно. Подожди, да, будем рассматривать, сейчас мы будем говорить про здание. Преимущество здания на слабые Можно Да. классное преимущество сразу? Потенциал я уже говорил, да. Чтобы вам было тяжелее. Это единственное здание, которое будет вмещать в себя средний. Вот Ей может ну, Сейчас мы
Я бы потратил деньги, сходив на концерт, на какое-либо мероприятие. Но это опять же, не молодежно. Как уже сказать, не совсем тоже молодежное, не молодежный взгляд, но всевозможные, все, что там можно проводить. Ну, то есть, получается, площадка для концертов подходящая. Вполне. Я не знаю, какой она будет, как Алексей говорил. Не будем мы в прошлое уходить, а почему бы нет? Нет, я к тому, что нет. Технически-то это может быть как прошлый один в один. Я говорю, что добиться той атмосферы, это будет очень сложно, это будет все другое. Вот, возвращаясь к вопросу, сколько бы потратила денег, если бы там открылся театр, я думаю, много кто бы пошел, потому что сейчас, я смотрела недавно билеты в театр, мест просто нет. То есть, если бы была какая-то более обширная... Но театр это не бизнес, это муниципальное учреждение. Никакие билеты театра вообще не покрывают ни разу. Там это так. Да, но мы говорили о приглашении других театров. Ну, а с другой стороны, концертный зал не подразумевает театральный зал. Это две разные вещи. Даже приезд Нет, звезд. это если только вот как конкретно там, Да. приехал театр, значит, каких концертов, сейчас у вас там театр там 3 дня выступает. Я к тому, что да, это надо делать, безусловно, но это не история не про бизнес. Даже приезд артистов в Ижевск часто не покрывает, даже в Ижевске, не покрывает расходов райдеров, гонораров и всего остального. Чего ж про глазу говорить. Поэтому это, с точки зрения мероприятия, супер, это важно, это надо делать, конечно. Да, как бы досуга, разнопланового, 100%. Но это вообще не история не про бизнес. Это не бизнес. Это всего лишь окультуривание людей, молодежи. На энтузиазме он когда не держится. Со всех сторон. Там нет. Один концерт из 5 получается хорошо. Вот смотрите, река Солдатова, собирают вообще Теперь это миллионы. что молодежь, что идет за 5000 лет. Родник может стать третьим местом для молодежи. Вот, например, очень много молодежи сидит в пассаже. То есть им нужно какое-то место, чтобы проводить время. Вот, там, не знаю, ходят в институт, они не хотят быть дома, но они не хотят выйти на улицу, там, особенно зимой же холодно, они будут сидеть на лавочке. И им нужно какое-то место, чтобы просто провести время, чтобы поговорить, пообщаться, позаниматься чем-то совместно. Я уже сказала концертную зону. Я хочу сказать про преимущество, что это зал тысячник, который в Глазове нет. Это однозначно преимущество. Это хорошая открытая площадка в центральной части города, видно с берега. Это один из архитектурных символов. У этого здания есть какая-никакая память места. Люди про него хорошо помнят, и они все будут рады. Почему его боятся сносить? Потому что ни у кого рука не поднимается на этот объект, что-то с ним сделать, ни один депутат не решается. Хотя уже соглашались в последние разы продать. Это все как бы преимущество. То есть у него есть такой накупленный как бы имидж, вот этот вот, да, что он очень хорошо воспринимается, даже когда вот сказали, что давайте родник не продавать и что-то делать, и общественность прямо двумя руками захлопала и сказала давайте. А проблема у этого объекта, если мы про него говорим, что он, во-первых, в аварийном состоянии, во-вторых, у нас нет людей, готовых взять на себя ответственность и реализацию этого проекта. Все идеи накидывают, все говорят, а можно, а кто будет делать, а некому. Никто не хочет нести ответственность. Люди не того масштаба, мне кажется, в наше время живут уже. По большей части все спрашивают, через сколько это окупится и чем это наполнится. Никто не хватает амбиций у людей, все мелочные в последнее время. Измельчал народ сейчас. Ну это не местного масштаба проблема, да? Но не про деньги, знаете, была бы идея, деньги найдутся. Надо эту идею оформить кто-то и должен побежать, отбивать все пороги, открывать двери, и тогда все полетит на дело. Нет человека, вот это большая проблема. Самое главное, наверное. Так, ну я вижу это скорее социально-культурный объект, чем коммерческий, хотя если хорошо подойти к делу, то можно и
сделать, чтобы он какую-то прибыль хотя бы приносил, не убыль городу. То есть у него очень хорошее расположение, он находится более-менее в центре города, и к нему можно и на машине подъехать, и пешком подойти, он находится в красивом месте, и там он как изначально был молодежным центром, то я думаю, что я вижу его как тоже молодежным центром, и на меня вот это большое влияние повлиял Дом дружбы, и все, что это, то есть у меня была возможность, я жил в этих 90-х, 2000-х, у меня была возможность каким-то стать бандитом, там, я не знаю, опуститься ниже линзуться, но меня спасло то, что я попал в Дом дружбы и познакомился с людьми, которые занимаются возрождением. Возможно, в будущем родник также То есть, повлияет на... почему я вот так это вижу, то, что молодежи нечем заняться, в то время как это в Доме дружбы вот есть это различные культурные общества, то есть немецкое, русское, азербайджанское, там около 10 различных обществ, которые, в общем, там сидят в какой-то мере, просиживают штаны, хотя бы они, допустим, будут в роднике, и у каждого общества культурного, у каждой национальности есть каждый день практически праздники, и, допустим, каждое сообщество могло, допустим, первые 3 дня какому-то обществу одному дали, потом 3 дня другому обществу, еще люди бы приходили туда, эти бы сообщества проводили какие-то мероприятия, то есть концерты, праздники, хороводы, еще что-то такое, и людей бы поднималось и знания, то есть там бы проводили бы и лекции, и концерты, если, допустим, хороводы, праздники проводить, то есть это там большое танцполе, и оно это... Это самый шаг для концерта, да. как научное тоже, научное тоже напишите. Да, для сообщества, для любых сообществ. Научное сообщество, то есть Все там сообщества. лекции. То есть и кафе можно было, то есть это людей привлекало каждый день, чем-то занят, какими-то мероприятиями культурными. И это бы избавило от того, что вот это люди вот только что вот унифицировало сделали, ее уже изгадили, а из-за чего это происходит, из-за людей, из-за несколько уровня культуры, нравственности, который бы поднимал молодежи. Как уже ранее было сказано, да, то есть неплохое, точнее, достаточно хорошее расположение, доступность. Также вот, если сделать сквер, опять же, там уже на монтажке уже не живут, одни хулиганы, там уже много молодых семей, я думаю, как бы им рядышком доступно им место для прогулок сделать, всем приятно. Ну и, соответственно, даже если перед что-то провести вот этот кусок дороги, ничего страшного перекрыть, и уже день молодежи там какой-нибудь. Прилегающую территорию тоже можно облагородить, да, даже просто если казнучек нормальный культурный сделать, первый приятно смотреться. Ну а также, да, я говорю, что это специально для различных мероприятий. ПС Глазов поддерживает это, думаю? Многие, да, то есть также это как лекционный зал какой-то. Ну, там же недолго повесить этот экран и какие-то проводить лекции, расставить стулья. Как раз можно складные площадка, которая, она и как это не сильно можно проводить и хороводы, и лекции, вот и танцы, все что угодно. Сейчас вот Россия закрывается на капитальный ремонт, и сейчас минус одно здание. И родник как раз... Так быстро его не восстановить. Ну, увы, да. Тут еще одно преимущество, кстати, у родника. В этом году объявили год национальной политики, и, допустим, культурно-национальную политику, то есть какие-то деньги будут, и под эти деньги можно было бы выделить как раз средства на восстановление родника, допустим, 50% федерального бюджета, там 30% американского, 20 как-то вот так. Но все равно же деньги будут откуда-то выделять и на что-то. На национальную политику раз объявили. Да, мы сейчас можем в свободной форме обсуждать, и наша задача, опять же, как бы заполнить родник по возможности. У нас есть планы 1-го и 2-го этажа. Тут все подписано. Должно быть, кто там был, я думаю, легко разберется, кто там не был. Ребят, там были.
Я там был. Я был, когда он уже закрытый уже был. И когда... Да. Сейчас мы можем собирать и обсуждать идеи перспективные, чем можно наполнить сейчас рынок. Мы сейчас не касаемся конкретных инвестиций или ремонта здания, да, мы сейчас говорим о мероприятиях, о возможностях площадки и вот в этом. Что было бы привлекательно и актуально для нашей молодежи? Казанская организация вот экспертизы, которые запрос делали, они отправили фотографии, там, чтобы отчет есть, трехгодичный, наверное, там, все. Ну вот они сказали, что их печально. То есть они как бы... Нам сделать крышу, которая течет остальное. Да, в принципе, только дальше косметика, удаление плесени. Там крыша и обработка вот этих термиков, а все остальное. А остальное вот уже пока может быть первоначально. Дети, молодежь граффити рисуют, они сказали, что из других городов. Людей, которые вы в проекте возлагали, что вот другой еще молодежи бывают те моменты, когда вот что молодежи известно. Интересно. Потому что у меня ребенок, ну, ему не интересно, у меня ребенок 21 год. И понятно, что он живет своими мыслями. Вот, планировалось, что может быть пришли бы такие молодежь сегодня, да, ну и пришли, поэтому надо будет более широкий, это потом уже в дальнейшем. Чтобы... Надо сейчас вот, соберем уже информацию, которая есть на данный момент. А потом в дальнейшем, молодежное направление продвигают люди. в дальнейшем, если все будет более-менее радужно, то проводить вот именно какие-то субботники, какие-то мероприятия, уже как привлекать внимание. Ходили вот с этим проектом. Да. Сергей Иванович? Да. Стал доработать. Ну как, он сказал, что надо еще больше идей. Много идей, даже самых, может быть, и бредовых, а потом уже отсекать. У вас идей достаточно было, мы вроде отсекли, а как надо было все рассказать. Еще может что-то придумаем, а в дальнейшем, я думаю, пойдет, и, соответственно, такие сессии мы еще будем проводить. По крайней мере, уже как-то может отчитываться, что на данный момент принято решение, допустим, что концепция, допустим, есть такая. Главное собирать идеи, а потом уже Да. по мере думаешь? обстоятельств. Там может кто-то писать будет, а будем размещать. Или что? Просто можно В принципе, то есть вот Мне сейчас... кажется, что должно быть видно, тут вполне можно написать. Я вспомню, что там писал. Оставить такие. Все стены так написаны. Там в плане-то есть некая метальная стена, которую можно сносить. Вы можете сейчас как бы в свободной форме обсуждать и предлагать свои идеи и размышления. Я буду записывать, расчленять и записывать, например, какие-то формы мероприятий, или у вас могут возникнуть там по проблемам или преимуществам. Может также по кругу первый, второй, там, третий. Сейчас мне сейчас мне бы хотелось, чтобы вы как бы В принципе, можно и подискутировать. да. Мы Мы как бы просто поняли общую картину, у кого какая база, кто что представляет, у кого какие пожелания. Сейчас хотелось бы что-то общее объединить все наши мысли. Вот здесь на стикерах вы можете сразу, например, обратиться к плану, да, если у вас есть уже какие-то идеи, где что разместить, ну, то есть где вы что хотели, можно пофантазировать на стикерах, написать. Например, вот я хочу, чтобы на втором этаже, где окна панорамные, были мастерские, да, и я хочу конкретно проработать, какие мастерские, например, там столярная мастерская, и так далее. Я пишу на стикере сюда, таким образом. Если идея мне понравилась, то есть на втором этаже можно действительно проводить это какие-то мастер-классы. Смотрите, вот я как человек, например, дающий деньги, предположим,
Вы мне будете рассказывать, что там мастер-класс. Я вам скажу, слушайте, у вас, блядь, объектов в глазу. Вот так вот. Ставьте станок, вон на Короленко 8 и проводите с ним мастер-класс. Зачем дать кучу денег на родник? Понимаете, это вообще тупиковая ветка, не так, не тупиковая. Ну потому что, он, конечно, он сказать, какой глобальный вопрос мы решаем с этим родником? Станки поставим. Нет, ручные мастер-классы. Идите, у вас помещение в глазу. В культурных учреждениях полно. Вот смотрите, я на что вас как бы, как человек, вот, который и в том числе и со всех сторон внимательно слушает, что вокруг говорят, да? Он должен какую-то глобальную городскую функцию решать. Вот это здание. Тогда будут деньги. Вот, например, какую он социальную функцию должен выполнять. Если мы возьмем, например, Бурсу, 24-е училище, это не место, которое дает специальность людям. У нее есть была в советское время очень конкретная социальная функция. Задача Бурсы была собрать по всему городу всех шалопаев, всех комнаты милиции, всех парней, собрать их в одном месте, фактически строя там каждое утро воспитательная линейка. Им надо было дать профессию заводскую, то есть их надо было взять в узды, дать им профессию, отправить в армию. После армии он приезжал, устраивался на завод, женился, он социализировал. То есть Бурса, у нее задача не научить тебя быть электриком. Это ерунда. У нее была конкретная социальная задача всю шалопень с города собрать и дать им профессию. И поэтому там очень жестко вот эти вот учебно-воспитательные дела развиты. Там на каждого подростка приходила бумага из комнаты милиции, из комнаты тунута, и куратор, или мастер это все изучал. Что должен дать родник городу? С одной стороны, мы говорим, что у нас есть пионеры и пенсионеры, значит, которые могут в России заниматься, в доме пионеров заниматься, в Дюнце, еще где-то. Молодежь у нас ничем не занимается, то есть она предоставлена сама себе. Когда у нее начинается пубертатный период, возраст, когда хочется друг другу глазки построить, на коленках посидеть, там первый поцелуй и так далее. Где они сегодня это могут сделать? Эту задачу совершить нигде. Поэтому мы получаем молодежь, которая не умеет вообще никак коммуницировать, только в мессенджерах общаться. Им сложно разговаривать. Они вообще вербально не умеют никаким образом общаться. Поэтому, говоря социально, мы говорим, что мы в глобальном смысле должны родником закрыть вот эту вот нишу, создать какое-то такое модное пространство, куда молодежи, о чем говорят, третье место, куда молодежи будет интересно приходить по поводу, без повода, плохо ему стало. Да, вот у него сегодня есть 3 часа свободных, куда я пойду сейчас? Никуда. Не потому, что у меня там секция или не секция по расписанию. То есть о каком-то коворкинге, о каком-то пространстве, он туда пришел, плюхнулся там на диван, и пусть в Wi-Fi сидит, пусть не в Wi-Fi, пусть хоть что-то он хочет делать, но он первый под контролем, он, значит, общается, потому что там таких, как он, достаточное количество. А если мы еще начнем им потом подкидывать какие-то темки интересные, да, такие-то они будут общаться среди там, произведений искусства. Или там они здесь сидят, а за стенкой рок-группы репетируют. И даже репетицию слушать рок-группы, это прикольно. Поэтому вот какие-то вот места, где они могут коммуницировать между собой. И здесь, если мы говорим про какое-то доп. Образование или развитие, надо дать то, чего в городе еще нет. Если есть уже где-то лоза, не надо сюда тащить лозу. То есть надо дать что-то новое. Либо сейчас я еще дополню, да, но не мы должны сверху как бы придумать, что там должно быть. Все уже отказались идеи, навязывания всем кому каких-то идей, о чем последний раз говорил Росатом, мы не будем давать сверху. Это бесполезно, это трата денег, это не работает. Миллиарды можно дать, сделайте вы там свои станки, ходят 3 человека и нифига мы все это делаем. Это должна быть универсальная площадка для молодежи. Слово молодость, вот прямо молодость, вот она должна быть здесь. Сюда заходишь, здесь прямо молодость. Здесь настроение, здесь любовь, здесь музыка, здесь все молодость. И если сегодня это молодость ТикТок,
Пусть это будет здесь TikTok. Через 5 лет молодость будет бальные танцы, значит здесь будут бальные танцы. Это универсальная площадка, куда они приходят и на любую тему общаются. Что хотят. Еще важный момент. Здесь есть сцена, и это классная площадка, которую мы должны именно как сцену использовать. Это может быть мероприятие Дома дружбы народа, вообще ни разу не против. Сцена это просто техническое помещение, куда с хорошим звуком, с техническим райдером, куда можно любое мероприятие провести. Надо дискотеку, отлично. Надо рок-концерт, добро пожаловать. Как какой-нибудь адреналин стадион или еще что-то. Это просто площадка для проведения массовых мероприятий. Делаются запросы, ставится календарь, в календарь какое мероприятие, техническое, все пошло, сцена используется. То есть это в каком-то я вижу, что это какое-то такое универсальное совершенно место для проведения. Для пенсионеров Дом пожилого человека, айда пошли. День десантника на 2 августа, айда пошли. Или там день блокальных войн. Надо им провести мероприятие, не под дождем на улице, а внутри. Здорово, давайте вперед. И вот таким образом она станет универсальной, полезной для всего города площадкой. И вот нужно это объяснять инвесторам, что это будет для всех, но в первую очередь для молодежи. То есть для молодежи это дом родной. И уже отсюда идет, надо сюда делать бар, или надо современной молодежи дать возможность заказывать. Чтобы открыли дверь уже оттуда пахнет видение вот какой-то новизны, молодежной какой-то сферы. Потому что понятно, что это черность, это уже ушло вот это. И эти мастер-классы, понятно, что они будут дополнением к этому всему. Ну, значит, надо сделать трансформирующее помещение, допустим, оставить ту же танцплощадку как основное, то есть это как танцпол, то есть основную площадку, а допустим, это все разбить по секторам. Или, допустим, потому что это технически менять, это целая армия людей должна. Нет, ну зачем целая армия людей? Разбить по секторам и отдать каким-то определенным группам, которые этим будут заниматься, отвечать за эту площадку за каждую. То есть первый этаж какой-то. Нет, смотрите, то есть какое видение, допустим, здесь на площадке готовится там театр, да что-то, то есть здесь можно вот так перекрыть, лестница на 2-й этаж есть, соответственно, на 2-м этаже вот можно там коворкинг эпизоды вот сделать вот, с видом на реку. Я считаю, что вот делить на коворкинги и не коворкинги, это должен уже сесть проектировщик и сделать. Ему нужно ТЗ. Мы сейчас говорим о техническом задании все-таки. Не надо нам визуализировать, нам нужно накидать идею, что туда можно засунуть, что было бы интересно современной молодежи. Если это откликнется, ведь мы же не можем за молодежь придумать, что им интересно. Мы не можем 4, даже 20 за весь город решить, что им будет там интересно. Вообще лучше брать сообщество молодежное и под них уже, они сегодня, они потом кончатся. Вот есть сегодня брейкеры, пока есть там Ликонцев, Сережа. Он вырастет, уйдет и не будет никакого брейка. А мы что под брейк-то строим это здание? Это мы не под брейк. То есть сегодня брейкеры, тусуются сегодня брейкеры. Начинаем с этих ребят. Потом им на смену придут новые, какие-нибудь. Будем с ними заниматься. И социально, кроме того, что мы здесь локализуем молодежь, мы должны говорить, что мы, может быть, должны им дать какое-то образование, которое не дают в школе. Как, например, вообще возможность начать здесь там свой бизнес, например, какой-то конкретный, например, по программированию. Заводить сюда каких-то руководителей программирования, и они будут создавать какие-то стартапы в этой сфере. Да, им нужно отдать тому какой-то угол один. Если мы говорим, что молодежь это творчество, тогда надо подумать, какое творчество мы можем сюда приземлить. Я хочу успеть сказать много, потому что у меня через полчаса начнется занятие. Хотелось бы, конечно, молодежь, вот эти сообщества, когда представители. То есть, это, наверное, будет сделать в интернете о чем нам говорил Русатом, что нужны сообщества. Можно я все расскажу? Например, там Сергей Николаевич говорил, мы, например, там делали то, чем мы сами делали. Я как представитель сообщества, Данил как представитель сообщества. То есть среди нас есть представитель сообщества. А вы чем горите? Скажите, я, например, представитель экологического сообщества. Данила рок-музыка и мотоциклы, да? Вот уже пришли дальше. Я имею в виду, что мы как молодежный парламент, к нам опять же запрос был, чтобы мы начали с этого. А
постепенно люди подтянутся. То есть сделать так, чтобы все остальные сообщества и молодежь поняли, что да, тут клево, интересно, и как бы пришли и сами постепенно наполняли. То есть не мы уже придумываем модельки, да, а мы как бы сами чем горим, и мы постепенно притянем других таких же горящих людей. Ну, все правильно, да? Все правильно. Так вот поэтому и нужно, допустим, сектор отдать это экологам, которые занимаются этим вопросом, другие это природой, третьи там технари, еще что-то. У нас опять же запрос регистрация, это 150 тысяч идей. И поэтому нам, как бы, с одной стороны, вроде эти 150 тысяч идей надо собрать, и с другой стороны, мы понимаем, что да, это мы сами говорим, сами Я думаю, что на данный момент мы сейчас собираем людей, которые сейчас пришли. А в дальнейшем, наверное, да, уже надо будет, так как у нас молодежь вся в интернете, надо будет в интернете делать либо опросником, либо это может быть онлайн там. Понятно, что всем не хватает. Сначала же модель нужно делать, а потом уже с этой у нас моделью. город, почему хотите уехать? У нас ничего не происходит в городе, тухляк, да? Вот надо сделать площадку, чтобы там происходило. Но происходило самостоятельно, это должна быть самодеятельность, то есть снизу события идут, а не сверху. Мы вам привозим, а вы что-то не ходите. Да, не так. Они должны сами это все организовать. И как бы проблема даже не проблема, а в том, как так организовать, запустить именно этот момент. И я не понимаю, зачем отдельное помещение экологам, отдельно байкерам, они разве не могут вместе? Сейчас я объясню. Во-первых, нет, сейчас я объясню. То, что мы... Родник, он есть та определяющая локация, где вот Да, все вместе экологов можно... с байкерами, с поэтами, да, и все вот эти вместе. все коллаборации. Сейчас я объясню, что это Главное вообще четко. Сейчас я объясню, что все, что мы делаем, то, что мы думаем, это на несколько лет вперед. То есть задача, допустим, это сделать такое здание, чтобы оно менялось. То есть проблема была советских времен, вот если кто-то там еще достал, то делали здание, как будто Советский Союз он навсегда, и делали это, все это, как бы это, все эти гравировки на стенах, это все это делали плакаты, это как будто навсегда, то есть это кирпичные кладки, мозаики, и все это как будто осталось. Но сейчас время показывает, что у людей интересы меняются, допустим, раз в 10 лет, раз в 12 лет, и чтобы, допустим, через 12 лет это не менять, то есть, допустим, сделали голые стены, и, допустим, общество экологов натягивает просто эти баннеры, вокруг этой стены вешают какие-то плакаты, там какие-то... Я считаю, что не надо ничего натягивать. Прошло, это собрали, вот там это есть все, тусовка в роднике, все. значит, мы говорим, что в Лазаре 1500 подростков. Из них активно родник посещают 300, остальные от раза к разу. И сегодня эта общая тусовка проводит мероприятия байкеров. И вся молодежь, и поэты, и экологи, и все пришли посмотреть на глазовских байкеров, сказать, круто. То есть они не общаются внутри только своего сообщества. Они как бы показывают, что мы есть, мы как сообщество, вот молодежь, давайте. И ты можешь быть одновременно и байкером, и поэтом, и экологом, и сюда присоединиться, и сюда присоединиться. И тебе все интересно. Ну, соответственно, если они организовывают, то, допустим, какие-то такие крючки ставят, это они мы пошли, навешали это, они ушли, это все делают, перенесли, соответственно. Это не проблема. Культуры, роллеры, байкеры, я не знаю, там, скейтеры. Какие у нас есть покрепче, да, которые уже живые, инициатива, их и надо сюда. Жизнь-то и будет уже в рынке. Ну вот поэтому мы сейчас, у нас есть уже план проекта на летние месяцы, да, вокруг родника. Как раз вот с этой целью, чтобы привлечь больше людей, сообщества, нужно вот так. Потому что если вот так по-честному, в нашем городе нет таких мест, где мы можем все вместе вот так собраться. Даже здесь, например, уже почти есть туда, туда, вот на презентации. Нет, я там слышала субботник. Там много всего было. Просто я не увидела. Ну, у нас как бы Субботник, идеи, да, День молодежи. можно и день молодежи там. разные вечера тематические. Просто то, что мы своими силами вот так вот, в принципе, То, что на улице можно сделать, площадочку. Важно с чего начать. Вот надо технически наполнить зал. Вот после, я говорю, из аварийного состояния вывели, да, технический звук, свет по залу. Это уже позволит любые мероприятия проводить и денежку собирать за вход. На первых порах я могу там вывести. Под коворкинг вообще ничего не надо.
мешки туда соломы набили, бросили, это прикольно. Под Коворкинг. То есть это место, где можно просто тусоваться. Ну, самое главное, как понял, это все-таки танцевальный зал использовать. И площадка, да. И кафе. А все остальное это уже предлагаю. Все возможное это уже приложение уже. Конечно. Тут еще надо вспомнить, родник, хоть и он был то есть культурно-танцевальной площадкой такой, но, допустим, после того, как открыли Сороку и наполнили ее образом дискотеки, то есть там повесили портреты различных музыкантов, мировые известности, какие-то там инструменты музыкальные повесили, еще атрибутику, и народ стал ходить в Сороку, потому что она перебилась из-за того, что там образ такой был, ты заходишь в Сороку и сразу же попадаешь в музейный, и ты попадаешь как бы на танцевальное поле, как бы пришел на дискотеку, то есть там это все, то есть попадаешь, это не просто на дискотеку, попадаешь в образ, в музей, то есть это родник тоже можно, современный родник сделать, то есть как это и помещение, как музей, то есть когда сейчас при входе это сейчас, Андрей, как раз важна больше суть происходящего, чем какие-то визуальные образы. Сейчас молодежь, сейчас вообще молодежь по-другому мыслит. Я еще хотел сказать, что если делать родник, надо его пытаться сделать максимально экологичным, о чем мы говорили, да? То есть начиная от раздельного сбора мусора внутри, отказа от пластиковой посуды внутри, например, установка каких-нибудь солнечных батарей для того, чтобы хотя бы там часть какой-то электроэнергии компенсировалась. И эту идею бы, наверное, очень бы поддержал Росатом, потому что они как бы за современные виды энергии, и как пилотный проект в городе присутствия в Глазове сделали бы такое молодежное пространство, в котором еще внедрены какие-то новые технологии. Например, отцепить его от городского теплоснабжения, например, да, перевести как минимум на газ, а лучше еще на какие-нибудь другие там хитрые системы. Тут Росатом сами деньги кидают, что можно сделать как-то, чтобы они попиарились на это. Допустим, привлечь тот же Росатом, то есть создать образ, а потом уже привлечь денег. Все готовы в этом проекте деньгами поучаствовать наверху, но не понимают, что мы хотим-то, что молодежь хотим. Наша, наверное, задача создать этот образ. Ну, вот меня, например, лично интересует, как, то есть, чтобы не показывать наполнение, которое ты делаешь, вот это, а вот как именно до инвесторов донести-то эту идею, что мы сами готовы, и мы уже что-то делаем. Получается, наши летние мероприятия будущие, они уже будут, ну, как бы... Вот надо им объяснять суть. Взрослым дядькам надо объяснять, какую проблему вы решаете вот этим. Какую социальную проблему решаете. Вот тогда будет хорошо. То есть первое, это мы социализируем молодежь между собой, да? А второе, мы даем молодежи какое-то образование, даем им образец нового образа жизни, который они могут в семье у себя не увидеть, а здесь увидеть. И их еще культурно насытить. То есть позитив всегда замещает негатив. Мы им даем интересное. Вот глазовские поэты, кто-нибудь знает про них? Они офигеть как рифмы складывают, такими оборотами кучерявыми. Я вот никогда не смогу так сделать. А они вообще умеют. Это вот, знаешь, смотришь вот этот симфонический оркестр, да, такая билиберда, а иди-ка окажись живьем на концерте симфонического, у тебя челюсть вот такая, хотя ты никакого вообще ничего не понимаешь. Как можно 50 инструментов заставить одновременно играть до тончайших каких-то вещей? А ведь это еще кто-то сидел, эти партии прописал. Это же, вот сидит же, это же офигенный труд вообще. И ты, когда это все живем, ты с ума от этого сходишь. И молодежи это надо все там приносить вот в роднике. Не только танцы под Бузову-то, но и культурно их вот там насыщать. Задача он должен быть универсальный. Абсолютно универсальная площадка. Абсолютно универсальная для молодежи. Молодежь разная. Надо выставку собак, Надо другое, давайте другое. Все туда. Если универсально, значит это получается, она должна быть трансформируемой. Не обязательно. Ну а как тогда, если универсально? Ну нет, что там надо, сцена и зал с хорошим звуком. Значит, соответственно, что какие-то моменты должны быть и постоянные, какие-то универсальные. Допустим, звук он должен быть постоянным. Нет, сцену лучше модуль. Модуль.
надо нарастить, нарастил, не надо. Никто так не делает. Ну как это не делать сейчас как раз вот Все мы будем, один раз собрали самый большой вариант, такой стоит всегда. сейчас как Росатом поставил палатку, включили это фильмопроектор и всех позвали смотреть про Росатом. Неизвестно, стало неинтересно про Росатом, та же самая площадка, включили, там, допустим, про природу стали делать про природу, модульная универсальная площадка, которую они ее таскают по всей России и арендуют и сами используют. Недавно Глоров приезжал и показывал, что такое Росатом, историю Росатома. То есть сверху хотят восстановить это здание, но не знают, с чего начать. Не сверху. Все понимают, смотри, у всех, значит, было предложение, вот, например, там, с Сорокиным мы разговаривали, давайте, все равно его сейчас какой-нибудь пермяк купит, непонятно, что будет, давайте снесем, поставим красивый дом, жилой, у него будут шикарные виды на реку, и сохраним память места, и назовем родники, и эти музы сохраним, вот отнесемся, как бы, и будет нормально. Но что он сказал? Нет, я не буду родник сносить, потом мне еще на кладбище плевать будет на мою могилу, что я родник снес. Нет, я не буду это делать. Кто-нибудь другое, ради Бога, я не буду. То есть у многих как бы, городских начальников такое отношение к роднику трепетное. Они не знают, что с ним, что-то бы сделать, а что не знают. А деньги найдутся в стране, денег дофига. Будет образ, будут деньги. Нужны, как бы, не то чтобы нужны идеи, вот, не вот эти идеи нужны. Они тоже нужны, но как бы глобальная мысль, что есть родник для города, для будущего, ее нет до конца оформлено. И поэтому есть попытки как бы вот из этих мелочей собрать что-то, понять, что это будет глобально. Но то, что он нужен, нужен. То, что молодежи он нужен, нужен. Городу нужна еще одна площадка, которая может стоячий концерт провести с танцполом. Рок-концерт, танцевальный артист приедет, надо же танцевать, не в России же сидеть. Даже в Ижевске на сегодняшний день негде концерты проводить. Все, нету площадок. В пятницу еще мы этого ездили. На Кипелово, сидячий концерт. Так вот, была хотя бы резиденция когда-то, она и то кончилась. Сейчас вообще нет площадки в Ижевске, нормальный концерт провести. Люди пляшут среди кресел, в кресло никто не садится, все между ними там проходы встают, ну дурдом же. Вот, значит, трансформация должна быть. То есть сцена, то есть, допустим, тут где-то, может, допустим, это раньше вот да, есть, как в Ледовом в партер выставляют с кресла, точно так же, надо сидячий концерт, вынесли и поставили. По-моему, в Роднике же такое же было, то, что летом тут какую-то делали площадку, выносили туда кресла, и там же это в Роднике отдыхали, когда надо ставили. Поэтому как бы в глобальном смысле я вижу родник, он зачем городу нужен в таком виде. И как бы как концертная площадка, и место, где молодежь будет тусоваться и реализовываться, и обмениваться опытом. Ну и не только молодежи. Ну, все остальные. Кто-то же должен приводить это их туда, своими мастерства. Мне кажется, уже тут вообще все уже выстроено, уже все понятно. Уже столько пережевано, уже только делать надо. А относительно бизнеса, кому бы интересно эта площадка? Никому. Молодежь самая неплатежеспособная аудитория. И единственное, что там можно сделать, это сделать какой-то бар, какую-то столовку, этот бизнес развивается, и какой-нибудь, например, там, Валера Напольских, может быть, взялся бы что-нибудь сделать. Но это надо смотреть, какой нам нужен формат. То есть мы должны быть единомышленниками с этим человеком. Чтобы мы правильно понимали, вот он говорит, вот у меня мои эти пироги не продаются, а мы говорим, нам вообще пироги не нужны. Мы за ПП, там, нам нужно другое. Вот. Что мы там будем есть или не есть? Это место, где, например, мы говорили про психолога, да, что это место, где ребенок в сложной ситуации может поговорить не только со сверстниками, но и с какими-то тонкими специалистами уровня психолога, что здесь вот вплоть до того, что переночевать можно остаться. Вот прямо контр с родителями, вот прям пришел и остался не на улице где-то переночевать, а какое-то здесь есть место, там клининг, да, можно всегда, конечно, там. Ночлежка. Ну, какое-то, я не знаю. Мы разговаривали о том, непонятный вопрос. Если государство считает, что молодежь до 35 лет
Значит, надо обсудить вопрос с алкоголем. Все-таки, что мы там делаем с алкоголем? Это норм? То есть мы как бы свободны, кто хочет пьет, кто хочет не пьет. Или мы говорим, что мы против этого, и этого там быть не должно. Это как бы надо, открыто надо этот вопрос обсуждать. Нет, если можно туда мероприятие само по себе не предусматривать, допустим, на этом мероприятии не торгуется. Рок-концерт торгуется. Но они опять детское отвечают. мероприятие. Вот смотрите, теперь если это муниципальное учреждение, значит там никакого алкоголя быть не В может. любом случае это не так. Поэтому мы говорим, что чтобы его вывести из-под муниципальных этих требований, в том числе по ремонту и по всему остальному, да, это должна быть какая-то ножка, а ножка в управлении передается, и ножка сама что делает. Примерно такая. Потому что, как бы, ну, Тогда можно из алкоголя. сидящий концерт это одно, а когда еще и не пьющий, В одно время, вот в эти переходные 2000-е годы, был принят такой закон, это, не знаю, во всяком случае, первый меня друг организовывал. Один раз организовали это, там была пьянка. Да, выходили, что, мол, эту пьянку не надо делать, это разрешили, это алкоголь, они напились, там устроили драку, срач, после этого решили так. Организаторы, если вы хотите с алкоголем, то вы несете всю эту полную ответственность за то, что там происходит. Если вы продаете алкоголь, соответственно, у вас не должно быть драки, не должно быть, чтобы скорая друг за другом приезжала. За каждую скорую вы отвечаете время было уголовной ответственности. нет, все молодежь. Значит, надо обратно вводить. Бывают единичные какие-нибудь случаи, но это не так. Надо понимать, что в 90-е, 2000-е годы альтернативной формы проведения досуга не было. Ее просто не было. Ни интернета не было, ничего не было. Все, что мы могли сделать, это мы жили от субботы до субботы. И тогда еще не по пятницам все отдыхали, как сейчас, а по субботам. И тогда дискотеки были до 12, до часу редко очень было. До 12 обычно. А сейчас 12 только люди из дома выходят, что в клуб пойти. Нет, на мероприятие, то есть, если концерт, там рок-концерт, и там пьющие, то, соответственно, сейчас много организаций охранных, которые ты просто нанимаешь на один день, они поработали, на один и день. ушли, да. Они там не нужны на постоянно. Да. Я считаю, что там вообще охранникам в этом здании нечего делать. Там Тревожная атмосфера кнопка. должна быть позитивная. Молодежь. На всякий случай тревожная кнопка. В Дюце ведь нет никакого охранника. То есть не должно быть вообще там чего-то такого. Если, допустим, просто заключить... Чем больше там будет свободы, тем больше это будет интересно молодежи, потому что все... Она должна быть саморегулируемая. То есть подросток, находясь там, он должен понимать, что если он сделает что-то плохо, в этой как бы атмосфере это сделать невозможно. Ну, как бы, он сам себя вот неловко чувствует. Нет, допустим, если запрещать алкоголь, то, допустим, есть это Ну, понятно, что там везде видеонаблюдение. который непонятно какой это напиток. То есть, допустим, медовуха, с одной стороны, это такой безалкогольный напиток, другие считают его, например, алкогольным. И вот это будут постоянно споры. Проще это сделать, что те, кто проводит мероприятие, отвечают за атмосферу в этом. Все равно это будет договор какой-то, там, даже если едет какой-нибудь театр, что вот, пожалуйста, договор там, аренды или пользования, опять же, там, и все ответственность, соответственно, они покладывают. Вот это сразу же надо закладывать. То есть вот у нас сейчас просто идет политики, да, культурной политики. Написать, как Что идет 2022 год, Это уже потом можно Вот обсуждать. не, когда- вообще на это не смотрите. Сегодня мероприятие. никто не будет под это давать. Уже никто и не успеет. Нет, Если речь идет вообще, в принципе, мы родник спасаем, не спасаем, потому что никто еще не понимает, что скажет экспертиза. Если экспертиза скажет, невозможно его восстановить, тогда все как бы не зря обсуждаем. Но пока первые мысли... Это запрещено в России, Помнишь, что в любом случае надо сразу. хорошо. А в каком состоянии Это проверено. Нельзя проводить там мероприятия Нормально все там, в подвале все хорошо. против Пугают, но какой-то нации. Да, вот слишком много слухов ходит. да, Причем и- закрыли его не потому, что там какие-то трещины, это неправда. И у него чисто экономические причины, что его закрыли. Если это план То есть он не разваливался, как там пишут. Не разваливался. Все говорят, что его закрыли, потому что что-то там начали копать, какая-то трещина пошла, Максима быстренько оттуда свалил. Это все не так. То есть, скорее всего, там только крыши, проблемы с крышей. Только Да? Там не так. достаточно Причина была не такая.
Значит, Максимов полностью, и я считаю, что он сильно больше пользы принес, чем негатива, потому что если бы не он, родник бы совсем давно бы развалился. Он пользовался родником бесплатно. То есть ему администрация выдала его практически бесплатно, он и полностью его содержал, отопление, электроэнергию, он все платил. Значит, еще он выполнял муниципальный заказ, то есть я его сам оформлял каждый год, большой альбом, в котором написано, сколько мероприятий для города Максимов за свой счет должен провести. Каждую среду там или 2 раза в месяц студенческие дискотеки, значит, День пожилого человека в октябре, День там воздушно-десантных войск 2 августа, День молодежи и так далее. Он за свой счет выводит персонал, все, проводит эти мероприятия. Город на эти мероприятия ни копейки не тратит. Все это проводит Максимов на этих площадях. За это ему давали возможность, условно, торговлей заниматься днем. И все у него было хорошо, пока посещаемость дискотек была хорошая. Потом открылась Сорока, потом открылись Спички, потом конкретно Кытманов открывает 3XL на аудиторию Родника и перетягивает аудиторию Родника туда. Значит, выручки нет, коммуналку надо платить, все надо платить, уже плюс-минус не бьется, потом приходят пожарные еще и говорят, слушайте, вот эти металлоконструкции на чердаке, они должны быть специальным составом обработаны, иначе нельзя эксплуатировать. Максимов посчитал и говорит, на дискотеки никто не ходит, молодежи меньше становится, там 90-е годы подросли, один ребенок в семье. И мне сейчас надо кучу денег вложить в вот это вот все, еще и не в мое, в городское имущество, а город мне через месяц скажет, забираем обратно, спасибо, что привел в порядок. После этого он сказал, что ну это все невыгодно, я как бы отдаю деньги. История всегда закончилась. А город как плохой хозяин, у которого денег на крышу нет, ничего нет. То есть Максимов-то еще в нормальном состоянии передал. И все, дырочка одна, вторая дырочка, батарею прорвало, и все, некому смотреть. И вот все, родник развалился. Поэтому то, что с ним сейчас, это не Максимовское, это сейчас в последние 10 лет, да? Да, город всегда государство очень плохой хозяин. Он не может эксплуатировать здания любые. У него все разваливается тихонько. То есть, соответственно, еще одно дополнение, у родника должен быть какой-то хозяин. Я же с кем-то договариваться. Должен быть хозяин. Всего можно. Ну, нам сейчас нужно заказчика ставить свою версию. Я так понимаю, что то, о чем мы сейчас говорили, как раз об этом обобщенно скажем, то есть, получается, как по наполнению, а по общему смыслу чтобы люди стали приходить и понимать, Алексей, слушай, а если вот сейчас вот клубов, где дискотеки проходят минимально, то есть все вот эти вот... На самом деле это уже невыгодно. Спички ведь закрылись. Вы знаете, что клубу невыгодно. Все, эта тема закрылась. То есть они не на ремонт закрылись, а все? Да, он там делает такую зону расширяет. временные. Ну, кстати, сейчас. Но это более... Извините, у меня занятие. Спасибо. Кто пойдет рассказывать? Не, есть там... Кто курировал нас? Мы послушаем. Ну что, нет на данный момент распределять. Есть уже потом надо главное. Нет, мы видим то, что это молодежная площадка, в которой совмещены, допустим, лучшие традиции народов мира с новыми технологиями. Это трансформируемая площадка, на которой проводятся различные мероприятия, культурные предприятия, рассчитанные на поднятие нравственного, культурного, эмоционального и нового образа жизни, что площадка для здорового образа жизни, там это любовь к природе. Во-первых, нужно узнать у молодежи, что ей будет интересно, что там можно разложить для молодежи. Молодежи может быть интересно совсем не то, что мы хотим.
Вот это я про это и говорю. Поэтому мы позиционируем как и нравственно, культурно. Я считаю, что у них не надо спрашивать. Это вот та же самая история с рестораном. Спрашиваешь, что им надо, они говорят, а потом не приходят. Молодежь придет и скажет, мы Надо хотим. искать то, что уже действительно, то, что им интересно, оно уже как-то движется. Вот надо это движение уже подхватить. Ведь если им интересно быть байкерами, они взяли и собрались. Нет, вот Андрей, Алексей, ты сказал, вот вы сделали гостиницу «Глазов» ресторан. Это не выглядело так, как было. Да, я там был, когда это было все старое. Я еще не был, когда что это там вот сейчас. Но не надо вот правильно уходить в прошлое. Мы живем в будущем, и в будущее идти надо. А как это будет выглядеть? Это уже... Поэтому мы делаем просто площадку. Из прошлого все сегодня равно такая молодежь, завтра другая. Площадка должна быть. Да? что мы берем в будущее, это все равно что-то мы берем из прошлого. Это хорошо, смотрите прошлое, что-то лучшее что-то из прошлого, если идти в будущее, а не, допустим, давайте все это заберем. Я вот и говорю. Можно идти собрать и алкоголь, наркотики, давайте уже, если будем пропагандировать. Давайте мы сейчас определимся, основа сядем в доме. Вы пошли. А кто у вас не будет рассказывать, что вы надумали? Я думаю, ну как я не спросил, Я сейчас вообще живу в Москве, но я родилась в Глазове, и я очень хотела, чтобы родник у нас установился, действовал. И что вообще я предлагаю моему команде? Было бы классно сделать что-то наподобие такого коворкинг-центра, который помогал бы молодым художникам, фотографам реализовывать идеи. Например, я фотограф, да, я хочу реализовать свою фотовыставку, но у меня нет средств, чтобы распечатать фотографии, поставить мольберты, купить мольберты. И как раз вот этот коворкинг-центр, ресурсный центр, мне бы помог в этом, то есть бесплатно печать фотографии и предоставление какого-либо материала для выставки. Как это делается в Москве. Также мы еще предлагаем неофициальную и доступную площадку для любых людей. То есть, как я уже говорила, что любой фотограф, художник и творческий человек могут прийти и независимо от каких-либо обстоятельств там выставиться бесплатно и также провести какие-то свои мероприятия. Также это пространство было бы точкой сбора единой, большая парковая зона. Также мы хотим включить пространство крыши, то есть чтобы там тоже проводились какие-либо мероприятия, и взаимодействовать балконы, то есть сделать там коворкинг. Также возможность фудкорта. У нас еще нет в Глазове такого пространства. Например, вот у нас есть Короленко 8, да, где я могу выставиться как фотограф, но у нас нет здесь фудкорта, то есть где люди могли бы спокойно перекусить, не выходя из здания, не покидая площадку. Важно упомянуть, что Родник – это уникальное здание, здания подобного типа остались только в Глазове, поэтому очень важно его сохранить. Это здание много значит для города, и оно повлияло отразилось в жизнях многих людей. Сейчас для меня будущий Родник – это в первую очередь ориентированное на людей место, где смогли бы взаимодействовать и знакомиться люди с разными интересами, люди, которые в подобное место могли бы стекаться люди, которым нечем заняться, и в обычное время они бы просто шатались по улице. Я не знаю, почему отвергли идею с профориентацией, потому что для меня, как для школьницы,
это очень интересно. Я бы с удовольствием послушала, например, различные курсы, возможно, даже с какими-то мастер-классами. Ну, понятно, что такими базовыми, но тем не менее, они могли бы помочь определиться как, например, школьникам, так и людям, которые попали в какую-то кризисную ситуацию и хотят изменить свою жизнь. Так, кроме этого, в роднике могли бы проводиться концерты, там можно устроить как вечеринки, так и, например, квартирники, что было бы интересно для многих людей. В роднике можно было сделать вечер кино или различные интересные фестивали. И я думаю, что когда различные мероприятия стали проводиться в роднике, они бы притянули к себе многих людей. И чтобы родник стал притяжением не только для молодежи, но и для разных поколений. Как уже сказала Полина, чтобы там устраивались не только концерты, да, а также и различные другие площадки. Мы как раз тоже выписали, что мы хотели бы там видеть. То есть проводились мастер-классы, там же для всех поколений. Был лекторий, ну и в дальнейшем, чтобы там тоже проводились какие-либо форумы, и люди с разных городов и, может быть, даже стран приезжали и там собирались. Кроме того, мне кажется, важно добавить, что в пространстве родника могли бы реализовать себя начинающие вот такие вот мелкие бизнесмены. Например, мне рассказывали историю о том, как девочка продает изделия из кожи. Мне кажется, это очень интересно, и подобные действия со стороны людей нужно поощрять, чтобы малый бизнес в России развивался. И вот такой вот первым шагом для будущего развития вот таких вот предприятий могла бы стать какая-нибудь ярмарка в пространстве родника, где люди могли бы торговать вот такими небольшими сувенирчиками, может быть, какими-то маленькими изделиями. Ну и также еще хотелось бы, чтобы не только площадка родника, да, была взаимодействия, но и около родника. То есть мы там видим такую площадку, тоже как сбор людей, там проводить концерты, различные мероприятия, также различные выставки, арт-фестивали. Слабые места нужно называть, которые нам... Конечно. Да, все, что хотите. Только маску снимите, чтобы лучше было слышно. У нас возник вопрос, не будет ли слишком дорогой реконструкция родника, потому что, возможно, сейчас это здание находится в плачевном состоянии и будет сложно его восстановить. В нашей группе мнения по этому поводу разделились. Кто-то считал, что проще будет перестроить, а кто-то считал, что очень важно сохранить первоначальный вид здания. Но тут, опять же, вопрос финансирования, и к нему, мне кажется, мы вернемся попозже. Еще один минус – это то, что перед родником… Но при этом вот моя идея сохранить историческую память вот этого здания, то есть родника. Какие-то объекты определенные, ну вот мус, да, еще там какие-то, может, колонны, еще что-то в таком плане. Чтобы людям, горожанам напоминало это место о роднике. Спасибо большое, девочки. Так, сразу кто от вас будет представлять? Мы тоже выйдем вдвоем. Сколько я понимаю, в основном цели и идеи у нас по большей части сходятся. Либо вы послушали. Я хочу сказать о том, как вы видите, у нас там не так все быстро с бумаги. Мы пошли немножко другим путем, и мы решили как бы не углубляться в конкретное наполнение родника сейчас, чем мы не могли его заполнить, потому что действительно идей много, и в принципе мы бы продублировали множество ваших идей в том числе. Поэтому мы решили немножко углубиться и исходить из как бы проблемы и потребностей молодежи. И склонились к тому, что родник это прежде всего, да, это как бы универсальная площадка, но прежде всего это место именно для молодежи. Что нужно сейчас молодежи? Ну, как я уже сказала, третье место.
место для социализации молодежи, для того, чтобы они учились общаться между собой прежде всего, да, чтобы разные подростки с разными интересами могли объединяться тоже в какие-то коллаборации. Место, где они могут, где будет культурное насыщение, где будут проходить такие концерты, которые, например, или там концерты, или фестивали, или что угодно мероприятия, которые обычно у нас в Глазове не бывают, чтобы повышать какую-то культуру молодежи. И прежде всего мы как бы сделали упор на то, что Родник — это универсальная площадка для всего, что любое мероприятие можно провести в Роднике, не обязательно молодежи, не обязательно там концерт какой-то. Это может быть праздник там для каких-то вооруженных сил, я не знаю, там, не знаю, 2 августа. бокс, да, ну то есть или там, не знаю, хор ветеранов там хочет выступить, то есть вообще абсолютно универсальная площадка для всего, тем более габариты площадь позволяют. Еще плюс Без универсальность. существенной переделки. Да, ну как бы... И универсальность в том, что на данный момент, если молодежи сейчас интересна фотография, то пока мы, значит, там будет устанавливаться здание, уже может быть неинтересно, и чтобы площадка могла быстро перестроиться Да, ну, то на есть, другую направленность. После выведения зданий из аварийного состояния мы как бы хотели бы сделать упор на техническое наполнение зала, то есть начать именно вот с этого места, чтобы уже была готовая площадка для проведения вообще любых фантастических мероприятий. Да. И затем еще говорили о том, что там в Роднике, Родник — это то место, где будут давать образование, которого нет в школе, которое не дают в школе. Тут, ну, что-то, конечно, вот из того, например, что уже было озвучено предыдущей группой, но в том числе, ну, вот, например, как пример, это создание бизнеса, да, то есть в школе не учат финансовой грамотности, в школе не учат тому, как начинать бизнес и какому-то бизнес-мышлению, да, этому не учат в школе, но этому могут учить именно в Роднике, да, то есть эти знания можно получить, например, в этом месте. Ну и в дополнение, например, это может быть место, скажем, если какой-то уже раскрученный бизнес, возможно, не захочет заходить в Родник, то это крутая площадка для ребят, которые даже сейчас подростки уже создают свой бизнес, для ребят, чтобы набить первые шишки, попробовать потестить. Вот как бы они сами, так сказать, они сами бизнес, который сами заполнит этот Родник. То есть это трансформационная площадка, то есть сегодня кому-то интересна экономика, пришли экономику, на следующий день кому-то интересна экология, там же пришли с другими плакатиками, повесили это, и то есть это... Да. Говоря... Универсальность на каждый день, на полдня, насколько надо. Да, говоря надо. о наполнении конкретно. То есть мы почему еще, опять же, не стали продумывать по направлениям, потому что мы подумали о том, что это площадка, которая вот есть здесь и сейчас, ее наполняют люди здесь и сейчас. Мы не думаем о будущем, мы не думаем о прошлом, мы ее не делаем для тех, кто там на дискотеке ходил, не делаем для тех, кто предположительно там будет айтишник, у нас есть там город айтишников. Мы делаем ее сами, для самих себя, там, для тиктокеров, для, не знаю, вот кто что любит у нас сейчас в городе, как бы мы сами наполняем эту площадку. Например, мы там горящие, вот я, например, экологист, Данил, например, любит рок, то есть и мы хотим, да, нам нужно место, мы хотим, например, с Данилом объединиться, например, сделать что-то крутое вместе, скажем, да. Вот это именно та площадка, да, где сообщества, которые сейчас горят, тоже фотосообщества, которые есть сейчас. То есть завтра их может уже не быть. То есть, допустим, какая-то школа пришла, какой-то кружок, то есть... Я к чему говорю, что мы сейчас не делаем Родник под них, мы делаем просто как бы место, куда можно прийти. Это место, где с позитивной атмосферой, где будет доверие, вплоть до того, что подросток, молодежь может прийти получить психологическую помощь, и вплоть до того, что можно прийти переночевать, если там у тебя проблемы с родителями. Вот. И, конечно, мало ли что это и... Да, и еще также была идея по экологизации
так как сейчас это очень популярное направление, тренд, то инвесторов как бы это тоже может заинтересовать. Например, как пример, там, поставить солнечные панели или сделать в роднике какую-то современные технологии экологизации применить, и это будет там, скажем, как какое-то пилотное здание там в городах Росатома, которое транслирует вот, да, как бы начало экологизации, в принципе, зданий и так далее. Что еще я не сказала? То, что сквер за родником, соответственно, тоже сделать приятным для прогулок для молодежи, молодых семей. И, так как в том районе в данный момент особо парковой зоны нет. Возможно, это будет какая-то постоянная площадка, возможно, это будет какая-то летняя, пока мы про эту тему еще не говорили, но тоже что-то это должно быть. Вот я не знаю, как смогла донесла наши мысли, как бы, которые мы так вот сковырнули. В общем, вот. У нас все очень обобщенно. Площадка должна быть универсальная. Нет, в том числе, как мы не конкретизировали направление, да, мы сконкретизировали вот как бы глобальную цель, так сказать, и родника, который мы как бы... Будто бы большая мастерская, творческая. В том числе. В том числе, как бы суть в том, что вот сейчас, например, есть мы, да, которые готовы туда прийти и что-то делать. Вот если бы сейчас не был в аварийном состоянии родник, мы бы уже туда пришли, да, согласитесь, и что-нибудь бы там делали. То есть мы уже там, по сути, как бы живем. И вот с этого начинается вот это развитие. То есть не мы выставляем там мастерские, фотостудию, то есть все как бы для кого-то и для нас в том числе. Вот мы пришли и как бы начали. Ну, то есть, допустим, имеется какой-то календарь. Потому что есть такая потребность, и вот вся вот молодежь, которой некуда пойти, они придут как бы, потому что почувствуют они вот это как тепло, что ли, дружбу, вот это какую-то. Сообщество, которые придут и сами принесут уже то, что им нужно. Есть сообщество, которым есть что дать, и есть люди, которым есть что взять. И, допустим, будет календарь, и каждый желающий вносит в этот календарь, то, допустим, 3 дня я провожу какие-то мероприятия, потом день выходной, то есть трансформацию этого помещения, потом еще кто-то, какие-то там, это, допустим, это что-то постоянно остается. Если хочешь, заходить и делать. Проводим мероприятие какое-то свое. Спасибо ребятам, мы тоже, конечно же, аплодисменты, потому что они молодцы. И, можно, мы уже довольно долго здесь с вами думаем, как дальше жить рынку. И из того, что мы услышали от первой группы, от второй группы, становится понятно, что у нас, в принципе, у всех мысли сходятся. Это должно быть свободное пространство с открытым доступом, основанное на дружбе, коллективизме, не знаю, взаимодействии, как раз-таки сообществ, субкультур, которые хотят развиваться, которым мы должны предоставить что? Атмосферу, инфраструктуру, возможность, а остальное они делают сами, то есть инициатива снизу рождает то, что необходимо. Это, в принципе, абсолютно вторится, что здесь, что здесь. Я очень рада, что, несмотря на то, что вы такие разные, мы пришли к одному и тому же в целом. Вот, то, что сегодня мы с вами доработали, молодежный парламент будет дальше использовать в развитии своей концепции. Если это будет необходимо, мы снова попросим вас к нам присоединиться, конечно же, для дальнейшей проработки, но теперь хотя бы понятно, что куда мы будем двигаться. Стали понятны основные какие-то постулаты, основная, да, именно суть этого пространства, и что вы видите его, так же, как видят его ребята, в принципе, из молодежного парламента. Вот, спасибо вам большое, огромное, низкий вам поклон, что вы не поленились, пришли в вторник вечером к нам сюда. Я очень хочу вас вот, и отпустить вас уже по домам. А это все мы оставим себе, чтобы знать, как дальше жить с этой мыслью. Спасибо большое. Да, и просто я повторю, это уже было произнесено, это делается для молодежи сегодняшней. То есть, что интересно молодежи сегодня. Там несколько восклицательных знаков, потому что это делается не для прошлого, не для будущего. Ну и молодежь будущего потом уже придут и будут делать все сами дальше. Да, все правильно. А мы планируем строить
свой ресурс. Инстаграм, да, скорее всего, это будет, но это будет немножко субботник, чтобы это была такая история актуальная. 12 субботник на Инстаграме. Также секторы.